Ну что, начнем наш сегодняшний разбор. Давайте. Мы погружаемся в довольно сложный мир кочевых племен Притяньшания, ну и соседних регионов. Да, период охватываем большой, с 8 по 14 век. Верно. И опираемся мы на выдержки из исследования chigil.pdf. А оно, в свою очередь, на средневековые тексты Аль-Марвази, Махмуд Кашгари, китайские хроники, конечно. Материал богатый. Да уж. И в фокусе у нас сегодня, значит, карлуки и чигили. Ключевые игроки, можно сказать. Ну да, наряду с агузами, енисейскими кыргызами, там много кто был. Вот именно. Попробуем проследить их миграции, связи, ну и роль во всей этой истории. Поехали. Итак, карлуки. Они появляются после падения первого тюркского каганата. Где-то после 630 года, так? Да, примерно тогда. И что интересно, их правители, они же себя связывали с родом тюрков Ашина, ну, с легендарным родом. Атошина, да. А Аль-Марвази, это уже 12 век, он пишет, что карлуки состояли из 9 групп, и 3 из них чидили. Именно. А вот китайские источники, они немного по-другому говорят, что основа — это 3 алтайских племени — чигили, булаки и ташили, и что они вроде как из агузов выделились. Расхождение. Ну, это нормально для средневековых источников. История у карлуков, она, конечно, такая, непростая. То от Китая зависит, то с уйгурским каганатом воюют, Угу. потом уходят на запад, громят тюргеши и создают свой каганат. Свой собственный. Да. И важный момент. Похоже, было 2 таких больших конфедерации карлуков. Одна восточная, у гор Удыцьян, Так. и западная — это округ Ланшань. А потом, уже сильно позже, в монгольскую эпоху, упоминают 2 владения на Тяньшане. Ферганское с центром в Узгене Узген, ага. и Илийское в долине Или, центр Алмалок. То есть они там закрепились надолго. Получается так. А вот чигили, вы ставнали Аль-Марвази и их к карлукам причислял. Они изначально были частью этого союза? Прямо вот с самого начала? Да, похоже, что так. Одно из 3 племен, которые составляли ядро уч-карлуков. Ну, то есть 3 карлуков. Чигили, булаки, ташили. Уч-карлуки, понятно. Китайцы для них даже специальные административные области на Алтае создавали. Ого. Но потом где-то в середине 8 века, между 746 и 766 годами, происходит вот этот важный сдвиг. Какой? Они уходят с Алтая вместе с другими карлукскими группами. Уходят на Тяньшань, в Семиречье. В Семиречье. Есть знаменитая терхинская надпись, она прямо говорит: «В год собаки уч-карлуки бежали. На западе в страну народа 10 стрел они пришли». То есть на земли бывших западно-тюркских племен. Значит, этот уход на Тяньшань, это для них прям поворотный момент был. Они там, получается, усилились? Совершенно верно. Как с XI веку чигили — это уже, одно из главных, самых влиятельных племен Тяньшаня. Настолько, что их имя включают в генеалогии. Да, в генеалогии местных тюркских династий трактат «Худуд аль-Алам», он анонимный, но важный, размещает их в долинах Таласа, Или, и Кашгары-Иссык-Кульская зона тоже. Стратегические места. А Махмуд Кашгари — это XI век. Он вообще считал чигилей таким, стержневым этносом в караханитском каганате, объединяющим. Вот это интересно. Кашгари ведь сам там путешествовал, все видел. Но он же отмечает, что агузы по ошибке всех тюрок от Амудареи до Китая называли чигилями. Это как понимать? Их было так много или их так хорошо знали? Возможно, и то, и другое. Это точно говорит об их известности, о их весе в регионе. Угу. Кашгари еще упоминает их тесные связи с племенем Тухси. Их иногда даже называли Тухси-Чигиль. И с племенем Ягма тоже. Тухси-Чигиль. Ягма. Так, а кыргызы? Какова их роль во всем этом? Енисейские кыргызы. Кыргызы — это отдельная и очень важная сила. Они ведь участвовали в коалициях, сначала против тюркского каганата, потом против уйгурского, вместе с карлуками и племенем чиков. Чики. А их источник с чигилями отождествляют? Да, есть такая версия в источнике. И вот после разгрома уйгуров, это 9 век, кыргызы очень сильно усилились, прямо вышли на первый план.
Понятно. И что важно, источники говорят о тесных связях, этнополитических. Между кем? Чигилями, алтайскими тюрками, предками карлуков и вот этими самыми кыргызами. Такая ключевая триада для региона в тот период. Триада. Чигили, алтайские тюрки, кыргызы. И как в эту, сложную картину вписывается появление караханитского каганата? Это же X век. Да, середина X века. А связь самая прямая. Смотрите, генеалогии караханитских правителей, те, что из XI века дошли, Так? они их возводят к общему предку тюрку Сылу Яфета. Который якобы осел на Иссык-Куле. Легендарная генеалогия. Конечно. И его сыновьями называют Чигиля, Барскана, Тона и Иллака. А это ведь названия городов и областей караханитского каганата. Точно. Чигиль, Барскан. Совпадение. Вряд ли. Есть гипотеза, что эта генеалогия, она еще на Алтае сложилась, до ухода на Тянь-Шань. Интересно. И больше того, есть версия, что сам основатель династии, Сатук-Бугра-хан, Да. он мог быть связан с чигилями или с древним племенем Пугу. Есть предположение, что Пугу — это предки современного кыргызского племени Бугу. Пугу-бугу, возможно. И вот у этих Пугу, как и у чигилей, был знатный род, назывался Сабак или Сафу. Это тоже указывает на возможные связи. Собак-софу. Запутанно, но логика прослеживается. Да. Он, скорее всего, начался еще на Алтае, в VIII-X веках. И главными двигателями этого процесса были как раз чигили, алтайские тюрки и енисейские кыргызы. Та самая триада. Именно. А правящий род караханидов Барсхан, он, вероятно, вышел из среды чигилей, или Пугу-Бугу. Или из Атуз-Агланов было еще такое влиятельное объединение. То есть караханитский каганат — это закономерный итог долгого взаимодействия этих племен. Получается, что так. Закономерный и очень важный итог. Поразительно. Выходит, вся история при Тянь-Шане в эти века — это такой, непрерывный калейдоскоп. Миграции, войны, союзы, смешение народов. Да, постоянное движение. Каралуки, чигили, кыргызы, огузы — все они взаимодействовали, создавали что-то новое, новые политические образования, новые этнические общности, и вот караханитский каганат как вершина этого процесса. Именно так. Настоящий плавильный котел этносов и культур, как вы правильно сказали. Эпоха формирования народов, по сути. Безусловно. И это подводит нас к такому, вопросу для размышления, что ли. Какому же? А насколько глубоко вот эти следы древних миграций, этих сложных связей, всей этой причудливой мозаики племен, насколько они сохранились или как они трансформировались в идентичности, в культуре, может, даже в политических реалиях современных народов Центральной Азии. Действительно, есть над чем подумать. Насколько прошлое живо в настоящем. Вот именно. Вопрос открытый.